колхозник Ковалев Николай Иванович. Приговор высшая мера наказания. Фамилия моя Антонов, Овсеенко Антон Владимирович. Я публицист, журналист, писатель, директор Государственного музея истории ГУЛАГа. И у меня материал к 21 числу по Сталину, у меня 7 книг вышло. Материал готовый для него. Ну, вы дайте мне заместителя любого. В 2000 году я оказался в Бердянске, на Украине, в одном из санаториев. И, будучи там, значит, мне попалась на руки небольшая местная газета бердянская, не помню ее название, в которой сообщалось о том, что туда приехал на отдых и на лечение Антон Овсеенко, Антон Владимирович. Я нашел эту газету, корреспондента, который написал эту статью, узнал, где он остановился в Бердянске, поехал к нему. И вот с тех пор началось наше знакомство с 2000 года. Инициатором создания нашего музея был Антонов Овсеенко Антон Владимирович. Это и первый директор нашего музея, и вообще человек, благодаря которому этот музей появился на свет. Антон Владимирович добился того, чтобы правительство Москвы выделило в центре Москвы на улице Петровка несколько комнат. И вот с этого начинался путь сначала небольшого музея, а потом уже большого вот здания, в котором мы находимся. И это вот результат такого роста. Взгляд на историю страны, его отношение к репрессиям, его отношение к нашему народу. И история, которую он рассказал однажды, она делает понятной вот эту такую плотную и такую, надеюсь, длительную нашу связь. И Антон Владимирович сидел с ингушами, и в какой-то очень драматической для него личной ситуации они спасли его от смерти. И особенно мне запомнилось, дело в том, что не только наши мероприятия, да, вот это прежде всего, но и презентация очень важных исследований. Он это приветствовал, он хотел, чтобы в этом здании они являлись миру вот так публично. После этого, когда он приехал в Москву, значит, он пригласил меня к себе, разумеется, в музей истории ГУЛАГа, который был на Петровке. Значит, я начал часто туда наведываться, знакомиться с материалами. Вот, и наше знакомство продолжалось довольно интенсивно. Вот, я бывало так, что ездил к нему вместе с ним на дачу в Подмосковье, где они жили с супругой. Несколько раз у него там ночевал, и в процессе нашего общения постоянно рассказывал о репрессиях касательно лично и себя, и моей семьи, и чечено-ингушского народа, и чеченцев, и ингушей, про нашу ссылку и так далее. Его эта тема очень заинтересовала. В 2003 году, Роман сказал, в 2004 начал работать музей ГУЛАГа. В центре такой кипучей, преуспевающей, очень, значит, коммерчески озабоченной Москве возникает музей с такой тяжелой памятью. Музей очень маленький, но в котором по существу вся судьба страны, вся судьба всех народов. Вот так наше знакомство состоялось, и потом уже, когда директором этого замечательного музея истории ГУЛАГа стал Романов, Роман Владимирович, мы продолжили это общение, продолжили, значит, проведение здесь вечеров памяти этих двух наших величайших трагедий нашей истории.
И пока это значит, продолжается. В 2015 году было первое открытие в этом здании. Мы открыли такую временную выставку, а параллельно разрабатывали постоянную экспозицию. И вот в конце 2018 года мы открыли уже постоянную экспозицию, которая называется «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Нам удалось одним из первых репрессированных народов значит, рассказать о своей беде, о своей трагедии в стенах этого музея. Все начиналось скромненько, так вот надо сказать, потому что, во-первых, залы маленькие были в старом здании, и качество людей было очень серьезное, я бы сказала. Ну, например, Ирина Александровна Дементьева, которая приходила на эти и презентации, и чествования этого дня. Ну, например, Ибрагим Костоев, автор закона о реабилитации репрессированных народов. Светлана Умаровна Алиева, автор вообще первого трехтомника репрессированных народов, еще, значит, вот, увидевшего свет вот, в самом конце советской власти. Естественно, уровень обсуждения, уровень дискурса был очень качественный. Но это все, безусловно, благодаря, с одной стороны, со стороны музея, это Антон Владимирович Антонов-Овсеенко, и с другой стороны, это дружба. Ну, то есть я пришел, когда вот Дни памяти уже у нас в музее проходили, и каждый год 23 февраля проходили такие встречи еще на Петровке, и вот эти небольшие комнаты, залы, они еле-еле вмещали всех, кто приходил, чтобы в этот день вспомнить, узнать что-то новое, и вот чтобы вот этот вот такой огонек памяти передавать, и просто там разных как раз возрастов, поколений, люди, которые приходили из ингушской диаспоры, и вот мне со стороны это было настолько, ну, как-то проникновенно. У ингушей вот эта традиция, она у них имеется, и это с таким трепетом передается из поколения в поколение, вот этот огонек. Ну вот для меня это какой-то пример для подражания. Роман и его команда сейчас очень сильно помогают нам в том, что они свято чтут именно эту дату, 23 февраля. Они понимают, что это свеча памяти, этот огонь памяти, как говорил Роман. Он зажегся ведь 23 февраля. Экспозиция, вот, которую мы создали, и вот в экспозиции у нас есть раздел, посвященный депортациям. Вот он, и там появляются горсти земли, как раз с места, откуда депортировали. И вот даже сама эта экспозиция, она появилась просто, ну, нам необходимо это рассказать. Вот эта необходимость, она возникла из того, что каждый год 23 февраля встречаются здесь у нас ингуши, которые вспоминают и передают эту память. И это я хочу сказать просто о каком-то, ну, вот эта встреча, она воспитывает и сотрудников музея. И мне кажется, ну, вот этот пример, он должен быть для всех людей, всех национальностей. И даже уже сейчас у нас калмыцкая диаспора. Они приходили на вечер 23 февраля, они увидели, как это тепло, как это правильно, как это необходимо, и обратились к нам и говорят: вот у вас 23 февраля всегда проходят эти дни памяти, а давайте мы тоже будем к вам приходить. Вот у нас в прошлом году, в конце декабря, вот уже проходил с калмыцкой диаспорой тоже такая встреча. Приглашают в республику, в Ингушетию, в другие регионы, и мы всегда с удовольствием откликаемся. Но надо сказать, что в Ингушетию приезжать, ну, это по-другому, нежели в другие регионы, потому что ты приезжаешь 23 февраля, и ты видишь, что там везде проходит
уроки памяти, там везде приходят старцы в школы, там везде идет общение с людьми. И, может быть, для Ингушетии мы даже менее важны, нежели для других регионов. Но, тем не менее, мы иногда приезжаем в такие точки сохранения памяти и говорим об этом, потому что иногда можно и какие-то элементы вдруг преподнести, потому что тоже в Ингушетии знают, что такое депортация, но полноценно о том, что такое ГУЛАГ, что такое масштабы репрессий, иногда не догадываются. И это тоже такая возможность открыть человеку, в том числе молодому человеку, язык отношения с прошлым. И очень часто мы это делаем, потому что мы видим, как сразу же обогащается картина. И вот эта сложность, которую мы всегда транслируем, которая очень важна, потому что если мы будем упрощать до уровня там, ну, каких-то вот палачей жертвы, все, мы можем в такую модель избрать. Но это упрощение, оно упрощает и нас самих. А на самом деле мы понимаем, что история гораздо сложнее. И вот эту сложность мы транслируем, в том числе уроком памяти, в том числе выездом в регионы и в том числе выездом в Республику Ингушетия. Скажем про книгу. Книга — это предмет, на самом деле, символизирующий большие явления. Почему? Потому что, конечно, это факт в биографии конкретно Созерко, но на самом деле эта книга произвела очень большой эффект. И мало того, в этом же зале есть фильм, который был снят по заказу чекистов. Значит, это был, на самом деле, это был ответ на эту книгу. И письмо. Для меня это вот большая, с одной стороны, и трагедия, а с другой стороны, конечно, вот прям сердце так щемит в этой истории не только трагически, но какая-то надежда появляется вот в этой истории, потому что, с одной стороны, ну, большая трагедия. Люди только начали совместную жизнь, у них дети, и они никогда друг друга не увидят. Проживут долгую достаточно жизнь оба, и друг друга никогда не увидят. Это, ну, уже одно это заставляет сердце сжаться. А с другой стороны, они сохранят друг другу верность, и они сохранят свою любовь. Проект «Мой ГУЛАГ» существует с 2013 года, и цель этого проекта – актуализация памяти о репрессиях и системе ГУЛАГа. Мы работаем сейчас уже такой большой командой, когда-то это было всего 2 человека, сейчас у нас 9 съемочных групп, мы записали, сейчас уже точно сложно сказать, где-то больше 300 интервью. Это большие интервью, это интервью от 2 до 25 часов. И среди наших героев это и люди, которые сами были репрессированные и сами были в лагере, и дети врагов народа, и представители депортированных, репрессированных народов, и представители людей, которые были в кулацкой ссылке, и те, кто сам родился в лагере. И еще мы записываем людей, которые участвовали в репрессиях с той другой стороны. Это охранники и сотрудники НКВД. В общем-то, все люди, через чью судьбу, каким бы ни было способом, да, прошли эти события. Конечно, среди наших героев большое количество представителей репрессированных народов, депортированных. Это правда сейчас большая уже такая часть, потому что наше сотрудничество мы начали с представителями ингушского народа, да, и первое интервью, которое мы брали, это были интервью Марьям Яндиевой, Макшарипа Махмудова, Исы Костоева. Понятно, что в России, в бывшем Советском Союзе было репрессировано, депортировано огромное количество народов, да? Но благодаря тому, что нашу работу мы начали именно в сотрудничестве с ингушами, да, вот именно этот опросник был подготовлен на ингушских материалах. Это страшные слова «повезло», это не повезло, но то, что у ингушей эта память является исторической памятью, это действительно повезло. У вас такая большая возможность ее зафиксировать, потому что в русских семьях, где эта память скрывалась, да, это была стратегия выживания, такого
такого количества людей, которые могли бы рассказать, и такого количества людей, которые могли бы взять эти интервью, нету. У ингушей это практически в каждой семье. Поэтому я просто еще раз, я много раз уже и в музее призывала, просто призываю практически каждого молодого человека попробовать сохранить эту память для себя. Сотрудничество уже вот с мемориалом началось в 2017 году, когда мы стали в регионы отправлять такие запросы. Мы отправляли запросы для того, чтобы, ну, в общем, нам помогли создать экспедицию, да, организовать экспедицию. И, в общем-то, первым, кто откликнулся, это была Зарифа Суутиева из мемориала. Вот. И сначала это было такое общение, а потом она позвонила и сказала: я нашла 11 человек, приезжайте, вот для вас все готово. И на целый месяц в январе 2018 года мы отправились в Ингушетию, и наша съемочная группа записала 11 человек. Это совершенно пронзительные, совершенно удивительные интервью. Они все опубликованы, вы все можете их и посмотреть, и, главное, показать. Больше меня всего потрясло интервью Иссы Кадзоева. Не только потому, что оно очень эмоциональное, оно такое глубокое, но и потому, что это человек, который не только рассказывал, но он пытался всю жизнь сохранить эту память. Понимаете? Вот для меня ценнее всего, что вот человек пытается сохранить эту память, потому что это и ваша, и наша память, это наша общая память. И я понял, что да, земля, она будет в этом смысле хорошим символом. Дальше пошли еще, что надо, чтобы это была не просто земля, а земля со значимого места для представителей народа. И взята, конечно, ну, не нами, мы могли поехать сами все это сделать, да? Но нам было очень важно, чтобы это сделали сами люди, вот, и мы связывались там с администрациями, и, в общем, там нам все пошли навстречу, там была съемка, приходили, вот у нас эти съемки сохранились, я, кстати, в будущем хочу, и это тоже там, сейчас мы не успели на открытие, в общем, этот зал нужно тоже немножечко реформировать. Тимур говорил о том, что 7 народов вот, по признаку, по значит, национальному и территориальному как бы были репрессированы. Дело в том, что ингуши и остальные, вот это 7 всего стел в этой экспозиции национальных репрессий здесь, это были народы, которые потеряли не только землю, это были народы, которые потеряли имя. Они были вымораны из всех источников, возможных и невозможных. Они потеряли язык, они должны были исчезнуть. И поэтому горсть земли, о которой Тимур так замечательно сказал, это его личные впечатления детства еще, но... «Горсть земли» Джамалдина Яндиева, это стихотворение, это ведь абсолютный концепт ингушского ментального комплекса. И я думаю, что вот этот образ был очень важен для следующего поколения, для, например, внука Джамалдина Янда Яндиева, он архитектор профессиональный, и он сделал даже проект, концепт будущей библиотеки национальной, которая носит имя Джамалдина Хамурзаевича Яндиева. Вот в разрезе вот этой общей ингушской судьбы истоки, изгнания, возвращения. Это несколько корпусов, таких белоснежных, как бы парящих, как птица, как некое такое воздушное большое судно, которое крыльями своими устремлено на Столовую гору, на Дарьял, на этническую колыбель ингушей, где земля всегда священна, не предмет купли-продажи. Я очень надеюсь, что у нас ежегодно вот эти встречи будут проходить, и здесь то, что у нас представлено в экспозиции, там совсем небольшой зал. И эта тема, она должна быть вообще по-другому рассказана, в другом масштабе. И ну, здесь это просто... Мы понимали, что нам нужно это обозначить. Здесь это вот как обозначение, а вот рассказ, он требует совсем другого пространства, зала, и должны там звучать и голоса людей, и народная музыка, и рассказы. Ну, то есть это должно быть представлено
такой большой масштабной экспозицией. У нас есть в Москве памятник, который установлен по указу президента и открыт президентом, памятник жертвам политических репрессий, «Стена скорби». И там выбиты 4 слова: знать, помнить, осудить и простить. Но это какая-то программа на десятки, а может быть сотни лет. Эти слова произнесла как раз Наталья Дмитриевна Солженицына, и это какой-то был посыл вот от сегодняшнего дня до какого-то далекого будущего. И вот сегодня мы, кажется, даже на первой стадии не находимся, вот знать. Но для чего все это? Ну, просто такое количество лет, то, что происходило с нашей страной, с людьми, то, что с ними было сделано, вот до сих пор эти имена не названы. Это не получило правовую оценку. Появляются люди, которые говорят, что это все было необходимо, или какие-то оправдательные мотивы, или вплоть до того, что просто отрицают сами репрессии.